можем тестировать, у нас на сегодняшний момент позволяют возможности, и мы можем тестировать все пневмонии средней степени тяжести течения. Данные меры направлены на то, чтобы максимально выявить пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония. На сегодняшний момент в Республике Беларусь на утро, на 8 часов утра имеется 10 640 тестов для выполнения коронавирусной инфекции. Ожидается поставка в ближайшие дни еще 10 тысяч тестов. В настоящее время проводятся клинические испытания 3 тест-систем белорусского производства и 1 экспресс-системы. Поэтому тестов у нас абсолютно достаточно для контроля над ситуацией, которая у нас есть. Мы продолжаем отслеживать в ежедневном формате всю ситуацию с заболеваемостью, которая в настоящий момент есть не только по коронавирусной инфекции, но и по острым респираторным заболеваниям и по пневмониям. Мы проанализировали выявление коронавирусной инфекции у пациентов, которые относятся к контакту 2 и контакту 1 уровня. Сегодня министром здравоохранения принято решение о том, что контакты 2 уровня при развитии у них острых респираторных заболеваний будут госпитализироваться, обследоваться на коронавирусную инфекцию, и при получении отрицательного результата и отсутствии ухудшения состояния здоровья, если признаки инфекции будут ограничиваться только острой респираторной инфекцией, такие пациенты будут продолжать свое лечение на дому. Также принято решение с учетом анализа выявления коронавирусной инфекции у пациентов контактов первого уровня. Мы анонсировали это на прошлой неделе. Мы провели детальный анализ, что у контактов 1 уровня выявляется заболевание на 2, 3, 4 и 5 день. Поэтому на 6 и 7 сутки нами будет выполнено анализ на коронавирусную инфекцию таким пациентам. При получении отрицательного результата пациент будет выписан домой. Единственное, что мы будем его просить, это еще соблюдать меры самоизоляции до 14 дней. Следующее наше организационное решение. Во исполнение постановления Совета министров по самоизоляции подготовлено постановление Министерства здравоохранения по правилам самоизоляции. Оно сегодня размещено в официальных источниках, вы имеете к ним доступ, поэтому тоже прошу вашей помощи, чтобы максимально довести его до сведения наших граждан. Что еще из такого организационного? Наверное, по организационным мерам, которые у нас произошли за эту неделю, все. Буду готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Ирина Александровна. Давайте мы сначала отдадим слово нашим спикерам, а потом перейдем к вопросу. В продолжение того, что сказала Елена Леонидовна, я хочу сказать то, что все-таки наша ситуация развивается прогнозируемо, поступательно, и все те мероприятия, которые мы проводили с самого начала в плане профилактики завоза, а затем в плане профилактики массового распространения коронавируса, они показали свою эффективность. Вместе с тем, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 351 случай коронавирусной инфекции, 1 случай в Бресте, я буду говорить Брестская область, чтобы уже сказать так, Брестская область, 2 случая Могилевская область, Витебская область 89, Гомельская 13, Гродно 6, Кроменская область 6, в Минске 190 случаев, в Минской области 50 случаев. По возрастам основная возрастная группа, в которой регистрируется случаи коронавирусной инфекции, это группа от 25 до 64 лет. И составляет в этих пределах 50% от общего количества зарегистрированных случаев.
Хотелось бы, конечно, обратить более пристальное внимание о том, что говорила Елена Леонидовна, для того, что на сегодняшний день основные меры, которые позволят предотвратить распространение коронавирусной инфекции, это меры социального дистанцирования и меры самоизоляции, о чем уже было сказано. Меры социального дистанцирования на сегодняшний день являются основными мерами, которые нам позволят это сделать. Многие организации общественного питания и торговли делают разметки о расстоянии в 1–1,5 метра для того, чтобы ограничить тесный контакт посещающих эти объекты. И это должно выполняться каждым человеком, потому что это прежде всего профилактика заболевания у самого человека. И, конечно, каждый должен понимать то, что если он не соблюдает эти меры, то он находится в так называемой группе риска того, что он может в любой момент заразиться вирусом и получить развитие инфекционного процесса, либо наоборот не закончится его заражение развитием инфекционного процесса, но он может являться источником для окружающих его людей. Поэтому меры социального дистанцирования обязательны, и хотелось бы, конечно, чтобы наше население, наши граждане уделяли большое внимание этим мерам. Ну, наверное, у меня пока тоже все. Третий наш спикер сегодня – это заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Андросов Борис Николаевич. Борис Николаевич, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я постараюсь вам рассказать больше о техническом обеспечении средств защиты, вопросах, которые часто возникают в прессе, почему, кто виноват и так далее. Давайте изначально просто начну, немного займу вашего времени. Значит, почему изначально появился у нас провал в средствах защиты? Значит, во время вспышки коронавируса в Ухане у нас за 10 дней вымели двухгодичные запасы всех масок, которые у нас имелись. Значит, справочно, если помните эпидемию 2009-2010 года, свиного гриппа, SARS, внимание, так называемый, за все это время пошло по системе фармации 750 тысяч масок. У нас за 10 дней было выметено с аптеками 2 миллиона. Поэтому нам пришлось принимать экстренные меры для закупки, принимать экстренные меры для производства и сохранения данного потенциала. Значит, то же самое произошло у нас и с средствами защиты, костюмы, и противочумные, перчатки, очки и так далее. Значит, что мы сделали? Мы начали активную закупку за рубежом, как вы знаете, там уже началась паника. Начали закупать в России. К сожалению, Россия в начале марта вынесла ограничительные меры, поэтому мы активно начали делать свое производство. На сегодняшний день масок медицинских у нас в наличии просто по последним срезам более 2 миллионов, респираторов более 90 тысяч, костюмов 85 и выше. Перчатки более... Да, вот тысяч, конечно, извините. Перчаток более 10 миллионов, очки защиты 24 тысячи. Значит, на сегодняшний день, чтобы не быть голословным, значит, средний расход сегодняшний день получается у нас костюма 2000, 200, 2200, маски от 300 до 350 тысяч, респиратора от 2,5 до 3000. А раньше был расход просто буквально 1,5 месяца назад костюмов 40-150. Маски 10-15 тысяч в день, респираторы 50, 100, 150, в основном это был туберкулез, который был с инфекционными больными. Чтобы не быть голословным, просто принес вам для показа, вам, наверное, интереснее. То, что сейчас наладили, производит наша промышленность, так как соседи не дают нам. Вот это называется защитный экран, с которым работали, такими же экранами работали врачи в Ухане с инфекционными больными. Сейчас это у нас уже выпускается, мы начинаем активную закупку. В ближайшее время 10 тысяч, в течение 2 недель 50 тысяч. Также похожи очки, прошу прощения, экран упал. Точно так же вешается сюда экран для удобства, повышается вот это. Это тот самый защитный костюм, которых была очень большая нехватка. На сегодняшний день выпускается уже наращивано в 10 раз больше. 10. Нам не видно, ставь, пожалуйста, посередине. Сюда, вот сюда. Хорошо.
медицинском. Особенно работает наш медперсонал непосредственно с больными пациентами. 40-я плотность водоотталкивающая, можно работать за рубежом. Уже таких выпускается 10 тысяч в день, со вторника наращивается 18, пятница 20 тысяч в день. Будем обеспечивать полностью. Это наше производство уже. Это защитные баки вот к этому костюму, тоже ткань защитная. Теперь много, конечно, нареканий было на наши вязаные маски, поэтому наши производители, спасибо вам огромное, что пошли навстречу. Вот эта маска, которая с Панбеловской, которая стандартная, которая приходит расслоенная, защитная. Вот эта маска, которая помогли, спасибо организации ПАМ, разработала наши производители теперь делают, которые по типу, как вы видели, лицо, которое действительно нормально дышится, в которых можно работать. Сейчас я представлю респираторы. Это самый знаменитый респиратор Алина, который на сегодняшний день пользуются наши врачи, который защищает действительно от коронавируса, плотность. Это российская, которая, к сожалению, более 100 тысяч зависла на складах России. Хотя мы оплатили, они нам ничего не поставляют. Надеюсь, в скором будущем первые 5 тысяч к нам поступят. Вот эта маска, которую произвел респиратор, уже 3-го класса, который сейчас происходит тестирование, в ближайшее время пойдет на серию, это производит наш военпром. Полностью ткань нашего отечественного производителя Светлогорского комбината, который имеет похожие качества, который сейчас заканчивает свои испытания, который будет защищать наших медиков. Это маска, которую выпускает наше солигорское предприятие, вы, наверное, видели, куда приезжало наше руководство. Маска 2-го класса, без клапана. Объясняю, в чем принципиальное отличие. В клапанном респираторе работать гораздо комфортнее, так как это клапан выдоха. То есть здесь не скапливается влага, здесь не скапливается слизь и так далее. Но одно но есть. Этот респиратор на выдохе не фильтрует ничего. Поэтому если медработник инфицирован, то он может инфицировать других. Поэтому имеются респираторы 2-го класса, вот такие, без клапана. В нем, конечно, работать не так комфортно. Да, спасибо большое. Вот это производство наших уже отечественных тоже. Вот это производит Военпром, вот это производит Солигорск. В ближайшее время вот здесь будет закупка 50 тысяч, потом достаточно. За это Военпром, надеюсь, в ближайшее время догонит до 50 тысяч, потому что до производства, понимаете, делается с колес, потому что соседи немножко подвели. Вот это средство защиты, которое реально уже есть, реально проходит. Вот это уже в наличии. А это проходят сейчас образцы, и мы пускаем их в серию. Потому что вы понимаете, 90 и 100 тысяч респираторов при условии даже умеренного нарастания будет расход расти. Поэтому мы принимаем действительно, просто показываю образцы, и принимаем те меры, которые необходимы для защиты наших медработников и нашего населения. Что касается оборудования, которое у нас в наличии есть, ну, вам, наверное, уже говорили, что у нас в наличии более 8 тысяч точек подключения кислорода. Как вы понимаете, больные с ковид-пневмонией, они нуждаются, особенно в среднем течении, кислородной поддержки. Чем раньше она начнется, тем больше вероятность, что больной просто очень легко, хорошо пройдет и не попадет ни в реанимацию, не отяжелеет. Так что сегодня уже за 2 дня в Витебске сделано более 100 новых точек от нашим предприятиям, кислородных точек, что, конечно, значительно улучшит и прогнозы, и течение, и лечение. Насчет аппаратов искусственной вентиляции легких, у нас их более 2000, обеспеченность, ну, уже, наверное, не раз уже говорили, это с анестезиологическими аппаратами это за 3500. Но это обеспеченность довольно-таки неплохая. Я не хвастаюсь, не говорю, что это супер достаточно, супер классно. Мы готовы, открыты, конечно, помощи без всяких вопросов. Потому что, как врач-реаниматолог, я всегда надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Поэтому мы, конечно же, ищем запас и находим их, и будем дальше продолжать. То, что касается пульсоксиметра, ну, наверное, вы знаете, сейчас в всех современных смартфонах есть такая функция проверить кислородную насыщаемость крови, это известно, да? Это прилагательное. Есть пульсоксиметр, который просто одевается на пальчик и быстро показывает. Мы ими сейчас сравнительно неплохо обеспечены, но мы еще в дальнейшем будем закупать их и расширять, чтобы у каждого доктора это было просто как обычное средство. Сейчас в ближайшее время у нас уже приходит 10 тысяч, потом мы еще заказываем, мы будем расширять. Это действительно хорошее оборудование для диагностики и выбора тактики лечения. Ну и по кислородным концентраторам
Мы связывались со всеми нашими производителями, у нас оказывается их 18, что очень приятно. Вот. Каждый из них выразил, конечно же, готовность увеличить, нарастить свой действительно потенциал в разы и оперативно днем и ночью снабжать наши учреждения. Но то, что учреждения уже неоднократно проверили свою кислородную готовность свое оборудование, наверное, говорить не стоит здесь. Лена Леонидовна, конечно, постоянно тоже держит на контроле. Спасибо большое. Что? Коллеги, Вопросы? переходим к вопросам. Да, ОНТ, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, ОНТ. Скажите, пожалуйста, президент отправлял в Витебскую область министра. Какие меры приняты, какая работа проведена и планируется? Значит, всю эту неделю наш министр вместе с группой экспертов, это были специалисты амбулаторно-поликлинического звена, анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, работали в Витебском регионе. Значит, причиной направления туда наших специалистов послужило выявленное в ходе ежедневного анализа увеличение количества острых респираторных заболеваний и пневмоний. Группа наших специалистов выехала на место, посетила в городе Витебске практически все медицинские учреждения, провело консилиумы всем пациентам, которые находились на лечении со средней степенью тяжести и тяжелой степенью тяжести различных заболеваний, не только связанных с ковид-инфекцией. Провело мониторинги оснащения учреждений здравоохранения защитной одеждой, использование медицинскими работниками всех алгоритмов, которые были разработаны Министерством здравоохранения. Также были проверены условия по разделению потоков, так называемые чистые и грязные потоки для тех медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, потому что это одно из самых важных противоэпидемических мероприятий. Были проанализированы потоки пациентов, которые поступают в учреждения здравоохранения. Министром здравоохранения принят ряд организационных решений. Первое организационное решение – это проведение повторной учебы со всеми медицинскими работниками по использованию средств индивидуальной защиты. Второе организационное решение – это изменение логистики поступления пациентов. И прежде всего эта логистика была связана с тем, чтобы переориентировать пациентов с пневмониями даже при отсутствии выявления коронавирусной инфекции в те учреждения, где созданы условия для возможной кислородотерапии. За время работы министра в городе Витебске наш Белмедтехноцентр осуществил проводку кислорода более 50 точек подключения в учреждениях здравоохранения Витебска. На сегодняшний момент все принятые нами меры и анализ ситуации, которая складывается в Витебске, в том числе по заболеваемости, я остановлюсь на цифрах, чтобы не быть голословной, позволяет нам утверждать с полной ответственностью, что на сегодняшний момент ситуация полностью контролируемая, угрозы здоровью жителям Витебского региона нет. Например, мы провели анализ количества пневмоний по республике в целом за 3 месяца 2020 года в сравнении с тремя месяцами 2019 года. Так, например, если в стране в целом за прошлый год, за 3 месяца было 20 250 пневмоний, и причиной смерти пациентов пневмония стала в 153 случаях, то за 3 месяца этого года у нас выявлено, прошу прощения, это пациенты, пролеченные в стационаре с пневмониями, то за 3 месяца этого года 18 032 пациента пролечено в стационаре и умерло 128 пациентов. По Витебской области цифры следующие. В стационаре пролечено за 3 месяца прошлого года 4258 пациентов. Летальный исход наступил у 28. За 3 месяца этого года пролечено 3608 пневмоний. Летальный исход наступил в 23 случаях. Такая же информация у нас есть по каждому региону с разбивкой, вплоть до разбивки по неделям. Следующее.
Я должна озвучить еще одну цифру. Например, мы ежедневно мониторируем информацию о пациентах, которые поступили в наши учреждения по каждому региону в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Мы анализируем пациенты, которые поступили всего, сколько на сегодняшний момент у нас госпитализировано таких пациентов, сколько выписано за сутки и с каким исходом. Так, за прошлые сутки в Витебской области поступили всего 25 человек с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Из них только у 4 подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, 15 человек госпитализированы как контакты первого уровня, остальные являются контактами второго уровня. Выписано 33 человека из лечебных учреждений Витебска. На сегодняшний момент госпитализировано 269 пациентов, госпитализация которых связана с коронавирусной инфекцией. Из них контактов первого уровня 188. И 19 человек относятся к контактам второго уровня. Спасибо большое. Следующий вопрос. Девушка. Газета «Звезда», Елена Кравец. Часто приходится в последнее время читать о закрытии той или иной больницы, о перепрофилировании. Скажите, пожалуйста, на каком этапе, согласно вашему плану, находится это перепрофилирование? Мы находимся на том же этапе, на котором находились на всех предыдущих наших брифингах. На сегодняшний момент коечного фонда абсолютно достаточно во всех регионах. Вы видите, что то количество цифр 4, 6, 8 выявленных случаев не влечет за собой существенного изменения коечного фонда. В городе Минске как работали учреждения, так и продолжают работать в том же режиме. Мы не снизили объемы оказания ни специализированной, ни высокотехнологичной помощи. Одним из основных условий перепрофилирования коечного фонда под госпитализацию контактов второго и первого уровня, а также лиц, которые у нас пребывали из-за рубежа, иностранных студентов и иностранных рабочих, было недопущение снижения объемов оказания медицинской помощи, экстренной и неотложной. То есть на сегодняшний момент все регионы, все свои объемы этой медицинской помощи у нас выполняют. Мы не перешли пока к другому плану работы. На сегодняшний момент ситуация нам позволяет держать запас коечного фонда такой, как он сегодня есть. Единственное, что у нас участилось в связи с тем, что мы начали тестировать тяжелые пневмонии, это то, что мы их начали выявлять в других стационарах, которые изначально не были инфекционными. Поэтому совместно с санитарной службой нам было принято решение, что при выявлении пневмонии, коронавирусной этиологии пациенты будут переводиться в специализированные учреждения. В городе Минске это инфекционная больница и 6-я городская клиническая больница. Контактные пациенты, контакты первого уровня будут госпитализироваться тоже в выделенные учреждения. Мы максимально будем освобождать больницы для того, чтобы там провести так называемую заключительную дезинфекцию, чтобы потом эти учреждения также могли принимать пациентов в полном объеме, как они их и принимали. Да, Белка, Но тут периодически в СМИ появляется все-таки информация, что где-то чего-то медикам не хватает, то масок, то латок. Давайте. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти материалы, и, судя по вашей информации, все-таки всего этого достаточно. Всем ли медикам, в принципе, нужны эти защитные средства? Может, отсюда? Так как у нас уже, спасибо за вопрос, так как у нас уже был введен масочный режим, да, медики, которые находятся на работе, масочный режим введен. Как я сказал, что у нас произошло, что у нас вывели просто двухгодовую потребность, а в экстренном порядке приходится возмещать. Значит, в основном, в подавляющем большинстве случаев, учреждения полностью обеспечены. В некоторых моментах, где кто-то не успевает довозить, либо действительно идет большой расход, иногда на несколько часов бывает. Может быть, я повторяю, я никогда ничего не гарантирую, потому что надо быть объективным. Может быть, где-то и происходило это, на что, в частности, в Витебской области. В Витебской области мы сейчас набрали очень большое количество средств индивидуальной защиты, просто очень большое. Я надеюсь, мы закроем этот вопрос раз и навсегда. Спасибо. Можно я еще дополню? Это тоже организационные меры.
которые нами были приняты в связи с тем, что мы анализировали ситуацию, тоже начали тестировать вот именно пневмонию. Для того, чтобы ни один случай не выпал из нашего поля зрения, и потом уже при выявлении пневмонии проводить точно такое же эпидемиологическое расследование, как мы проводили по случаям, когда мы их выявляли при пересечении границы. На сегодняшний момент мы приняли решение, что все медицинские работники отделения анестезиологии и реанимации, пульмонологических отделений, приемных отделений, а также инфекционных кабинетов или инфекционных отделений поликлиник будут работать в средствах индивидуальной защиты. На сегодняшний момент эта ситуация мониторится тоже каждое утро. Мы четко знаем, вот у Бориса Николаевича есть расчет на каждый день по расходу и на каждый день по тому, сколько костюмов у нас поступит, сколько средств индивидуальной защиты у нас поступит каждый день. Ну, вот буквально сегодня поступило 16 тысяч костюмов, завтра ожидается 5, а потом ожидается 28 тысяч костюмов. Ну, плюс, знаете, гуманитарная помощь вчера прилетела, она не столь масштабная, но это первая ласточка, что очень радует. Вот, там прибыли так необходимо, тесты прибыли некоторые средства индивидуальной защиты и инфракрасный термометр бесконтактный. Следующий транш этой помощи ожидается уже в размере более 20 раз превышающим. Сейчас это идет вопрос с логистикой, сбором и так далее. Спасибо. И вы знаете, что у нас открыт благотворительный счет в Минздраве. На утро, на 8:30 утра на нашем благотворительном счете 2 875 152 рубля и 28 258 евро. У нас проведена была комиссия и определено расходование средств. Она проводилась в прямом эфире, транслировалась на Ютубе. Мы собирались несколько раз, детально обсуждали, что же необходимо нам купить. И за счет благотворительного счета будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов, да, я не ошибаюсь, Борис Николаевич, и более 4 тысяч защитных щитков для наших медицинских работников. Оно все будет пропорционально роздано на всю территорию Республики Беларусь. Александр Хоровец, пожалуйста. День добрый, Александр Хоровец, агентство теленовостей. Скажите, пожалуйста, ожидаем ли мы еще гуманитарную помощь и откуда? И были ли запросы вообще? Спасибо за вопрос. Да, безусловно, мы ожидаем. Спасибо за вопрос. Мы ожидаем гуманитарную помощь, мы ожидаем гуманитарную помощь из Китая, как я сказал, еще 2 транша как минимум. Очень много наших соотечественников отозвалось и собирает уже гуманитарную помощь, не знаю, как называть. Что? По разным странам. Страны Европы, это страны Азии. Но это наши с вами соотечественники, которые бизнесмены, которые действительно, я им тоже очень благодарен, что так проявили гражданскую такую ответственность и уже и денежно, и материально собирают там непосредственную помощь, мы постоянно координируем это действие. Что нам нужно в первую очередь, какая помощь и когда это будет привезено. Поэтому выражаю слова благодарности всем тем, кто действительно кликнулся нас. Безусловно, государство тратит огромные деньги, но вы сами понимаете, помощь никогда не бывает лишней. Спасибо. Знаете, позвольте мне продолжить, что помощь бывает не только материальная, хотя и материальная тоже важна, но она бывает и духовная, и душевная помощь. На наш благотворительный счет начали перечислять деньги и обычные граждане, да, в дополнение к тем бизнесменам, о которых говорил Борис Николаевич, и общественные организации. Первая из общественных организаций более 5000 рублей перечислил Белорусский союз женщин. У нас заработали волонтерские программы с БРСМ, с обществом Красного Креста. Очень с интересной инициативой вышел гостиничный бизнес города Минска, который предлагает медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, свои услуги и фактически оплату только коммунальных услуг при проживании в гостиницах Минска. У нас достаточно много молодых и немолодых неравнодушных людей, которые работают в сфере общепита, наверное, да, правильно это сказать, или ресторанного бизнеса, которые провели такую акцию по доставке еды нашим медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Знаете, хочется поблагодарить всех, кто стоит за этими добрыми акциями. Мы, медицинские работники, почувствовали, что наш такой
непростой, тяжелый труд, и труд в это время, он остается востребованным, и самое главное, что он оценивается людьми, которые вокруг нас. Спасибо большое. Василий Малышин. Пожалуйста, китайские тесты, которые поступили, вы проверили, вас устраивают, и сколько сейчас этих тестов? Александр, вы или я прокомментирую? Значит, на сегодняшний день поступили тесты, которые идут в режиме 5000 тестов, которые идут в верификации. На сегодняшний день они проходят верификацию, соответственно, с международными стандартами. Но пока идет все по плану. Ближайшая информация, когда будет, мы вам непосредственно сообщим. Хорошо? Уважаемые коллеги, а можно я еще продолжу тему тестов? Вот ко мне было очень много претензий, что я не сказала, что пациент, находящийся на ИВЛ, болен коронавирусной инфекцией. Да? И это публикует Тутбай из публикации на публикацию. Так вот, я должна вам сказать, что тест этого пациента был выполнен в 12:18. У нас сбор информации идет 2 раза в день, на 8 часов утра и на 18 часов вечера. И я прошу Тутбай, прежде чем вы будете публиковать информацию о тестах, которые Витебские Министерство здравоохранения исследует уже неизвестно сколько времени, проверить эту информацию непосредственно в Министерстве здравоохранения. Потому что эти тесты только сегодня поступили в 12 часов, и только сегодня в 12:30 эти тесты поставлены на амплификацию. Для того, чтобы проверить, насколько эти тесты у нас соответствуют действительности и насколько они качественные. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте уважать друг друга. И если у вас есть какой-то вопрос, и спросить, у меня вполне можно спросить, почему я эту информацию представила таким образом. Да, пожалуйста, Наталья. У нас 2 вопроса. Так это вы кашляете. Кстати, уважаемые коллеги, давайте мы договоримся и будем уважать друг друга. Если вы с признаками респираторных заболеваний, подключайтесь, пожалуйста, к нам в онлайн. Мы контактируем с очень большим количеством людей, самое главное, с очень большим количеством наших специалистов. И мне не хочется, чтобы Министерство здравоохранения стало источником инфекции для кого-то из них. Поэтому давайте мы с вами договоримся. Если вам необходимо будет задать вопросы, мы ответим на них в онлайн-режиме. Подключайтесь к нам. Вы знаете, что я не хочу говорить вы, не вы. Я просто хочу обратиться ко всем. Давайте уважать друг друга. Сейчас та ситуация, мы сами призываем всех. Давайте, если у нас есть признаки инфекционных заболеваний, давайте дистанцироваться друг от друга. Давайте уважать друг друга. Давайте, чтобы наши рекомендации, которые мы сегодня говорим нашим людям, чтобы они не оставались голословными и прежде всего выполнялись нами. Отвечаю. У меня нет признаков ОРВИ, я выздоровела с больничного, я выписана. Задавайте вопрос, не тратьте время. Во-первых, по медикам. Сколько все-таки у медиков в Беларуси, да, которые инфицированы? Вы знаете что, я вам не буду отвечать конкретно, потому что вы возьмете, посчитаете и скажете: Елена Леонидовна, вы ошиблись на целых 2 человека. Я вам должна сказать, что каждый медицинский работник, кто у нас инфицирован, он охвачен нашей медицинской помощью. Белорусские профсоюзы отслеживают каждого медицинского работника и оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Поэтому я буду давать только ту информацию, которая на данный момент абсолютно проверена, с привязкой к конкретному времени. Чтобы больше ко мне не было таких претензий, я еще раз говорю, меня обижают эти претензии. По-моему, я откровенно предельно честна на всех выступлениях, в которых я участвую, на всех брифингах. Можно закончить? Заканчивайте. Вот сегодня медики страдают в соцсетях, что им сказали действительно носить всем средства индивидуальной защиты. Тем, кто не будет носить, будут смотреть на камеры, и это будет какое-то уголовное даже дело. Извините, уголовного преследования за отсутствие или использование средств индивидуальной защиты в Республике Беларусь не предусмотрено. Но если в наших учреждениях введен масочный режим, то при его несоблюдении это расценивается как несоблюдение правил внутреннего распорядка конкретного учреждения, и любой руководитель может принять к такому работнику меры дисциплинарного воздействия. Точно так же, как к любому из нас, если мы нарушим свои внутренние правила трудового распорядка. А что это могут быть за меры? То есть это не уголовное? Да нет. Коллеги, а что по-вашему уголовная мера?
Тюрьма? Ну, тюрьма. Тюрьма. Вы знаете, что мы не настолько можем сегодня разбрасываться нашими медицинскими работниками, чтобы позволять возбуждать уголовное дело за... Ну, это, я даже не знаю, как это прокомментировать. Как это, это юмор. Нет. Это юмор. Да, пожалуйста. Белопан, у меня такой вопрос. Вы не назвали цифру. Сегодня в некоторых там телеграм-каналах писали, что уже 5 случаев смерти от COVID-19. И уточните, пожалуйста, вот эта цифра по смертям, она относится к общему количеству? Это выписанные считаются люди? Потому что... Ну, люди, умершие, не находятся в стационаре. Да, то есть есть статистика, которая есть особенности статистического учета пациентов в наших учреждениях. Это движение пациентов, ведомость движения пациентов. И там пациенты, которые выписываются, и пациенты, у которых случается летальный исход, естественно, относятся к выписанным пациентам. Значит, говоря о статистике, на сегодняшний момент у нас выработаны совместно с Национальным статистическим комитетом по рекомендациям ВОЗ отдельный нормативный акт по кодировке заболеваемости и, естественно, любых исходов, связанных с COVID-19. На сегодняшний момент у нас четко подтверждены и имеются в Министерстве здравоохранения документы со свидетельствами о смерти на 4 пациентов. Следующий сбор информации у нас будет сегодня на 18:00. Только когда мы получим на руки копии свидетельства смерти, тогда мы сможем заявлять дальше о причине смерти наших пациентов. Поверьте, что мы всю информацию передаем в Национальный статистический комитет через ЗАГСы. Мы вводим отдельную графу в статистическом учете. Также вся эта информация своевременно передается во Всемирную организацию здравоохранения. И может быть представлена, ежедневно обновляется на этом информационном ресурсе. То есть 351 случай — это на 8 утра сегодня? Это на 8 утра сегодня. На 8 утра сегодня. Следующий сбор информации у нас будет на 16 и на 8 утра следующего дня. Расскажите отдельно. Значит, напоминает Юлия Александровна, что я должна рассказать еще про ВОЗ. Да, я прошу прощения, я упустила. Значит, что по ВОЗ? Мы изъявили желание участвовать в клинических испытаниях, которые проводит Всемирная организация здравоохранения. Значит, интересно, мы вчера провели в режиме видеоконференции встречу со специалистами ВОЗ, и на сегодняшний момент мы изучаем материалы, которые они нам прислали, потому что это не совсем клинические испытания, это клинические наблюдения, когда лекарственное средство не передается в страну, а используются те лекарственные средства, которые есть у нас. Поэтому в ближайшее время у нас будет принято решение, станем ли мы в этом участвовать. Скорее всего, мы будем рекомендовать принять участие в этих клинических наблюдениях, потому что прежде всего это престижно, что страна будет участвовать в подготовке клинического протокола, который будет распространяться на все страны по лечению коронавирусной инфекции. Сегодня в 18:30 у нас состоится встреча с представителями регионального бюро ВОЗ по обсуждению деталей визита специалистов ВОЗ, которых пригласил в нашу страну глава государства, для того, чтобы они на месте оценили реальную ситуацию, адекватность принимаемых нами мер, проанализировали наши клинические протоколы, наши подходы к оказанию медицинской помощи, и также проанализировали случаи, которые у нас были. Поэтому сегодня мы будем обсуждать эти технические детали. У нас будет телевидеоконференция в 18:30 по минскому времени с Копенгагеном. Да, пожалуйста, в конце там девушка. Спасибо. Спутник Беларусь, Наталья Юрьевна. Скажите, планируется ли проводить дезинфекция мест скопления людей? Коллеги, извините, я хочу предупредить, это был последний вопрос, потому что нам надо будет зал освободить. Вы помните, я вам говорила, что у нас сегодня еще мероприятие здесь. Пожалуйста, Инна Александровна. Ну, по поводу дезинфекции мест скопления людей, она уже проводится на протяжении, по-моему, более 3 недель. Это либо в конце рабочего дня, либо в начале рабочего дня. Но чаще всего это, конечно, конец рабочего дня.
это как минимум 1 раз в день рекомендовано проводить дезинфекцию именно с применением дезинфицирующих средств на любом объекте Республики Беларусь. Поэтому общественный транспорт уже давно обрабатывается, ручки, поручни. То есть все наши рекомендации, которые мы давали уже более месяца назад, на сегодняшний день, то есть все те рекомендации, которые мы давали на сегодняшний день, рекомендованы и многими исполняются. А кроме общественного транспорта? Как я говорю, на любом объекте страны. Ну каком? Можно пояснить? Это кинотеатры, это театры, это школы и детские сады, это организации здравоохранения, это магазины, это общепит, такси, да, то есть, любой объект. Я уже даже не знаю, что еще перечислять. Как вы контролируете, проводят ли дезинфекцию автомобилей такси? Мы не должны контролировать, как проводят дезинфекцию такси. Это идет на самоконтроле организации, которая это проводит. Во всех других организациях периодически проводится мониторинг санитарной службой, выполнение санитарных норм и правил, которые подпадают под каждый вид деятельности, который осуществляют наши организации. Коллеги, остальные вопросы можете задать просто уже вне конференции. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Какой диагноз им пишется? Им пишется диагноз COVID-19. Семя международной организации, да? Нет, они рекомендовали другой. Да. Они рекомендовали другой диагноз. Поэтому эти рекомендации мы официально доводим через Нацстаткомитет совместно с А какой код нашего? А вам он зачем? А вам он зачем? Ну, первый же Код был... соответствует полностью тому, что дала Всемирная организация здравоохранения нам рекомендации. Возьмите вы Ясно. И уже теперь Это пишется вчера коронавирус. К нам пришла эта инфекция, там вчера пришла эта информация из Всемирной Но организации первый здравоохранения. был ведь пациент неуточненная. Он не мог быть другой, У него потому же что подтвержден Всемирная 26-го. организация здравоохранения ввела только этот код, и вчера нам дослало наше страновое бюро. Поэтому по-другому мы не могли Но теперь уже коронавирус. однозначно. Категорически почему-то не хотят. Эти, по большому счету, более высокие. Нина Александровна, а можно еще? Алгоритм действия санитарных служб. Они сообщают это людям на работу. Вот люди говорят, я контакт 2-го уровня. И начинаются у людей проблемы. Вот что, какие? На работе не приходите вообще, шарахаются от людей. Просто вот какой алгоритм санитарных служб и как? Алгоритм совершенно правильный, который сейчас проводится, это совершенно правильный алгоритм. И шарахаться здесь нечего, потому что инфекции не относятся к особо опасным инфекциям для того, чтобы шарахаться от нас. Потому что все мы пройдет какое-то время, и я думаю, что в любом случае никто сейчас не отрицает того, что коронавирусная инфекция будет постоянно циркулировать среди населения всего мира, и мы будем с ней сталкиваться практически ежегодно, потому что вирус подвергается мутациям, и, наверное, будет такая же ситуация складываться, как с гриппом и другими острыми То респираторными. есть санитарные службы имеют право, вот как этих бабушек с милицией доставили? С милицией могут доставлять только контакты 1-го уровня, у которых нет возможности для самоизоляции на дому. Потому что все-таки мы разрешаем, если есть условия для самоизоляции, и контакты 1-го уровня могут остаться на дому. Это однозначно. А если нету таких возможностей, если в семье очень много проживает людей, и, конечно, нету возможности сделать социальное дистанцирование, нету возможности полностью обеспечить те условия, которые необходимы для контакта 1-го уровня, то, конечно, их требуется изолировать в тех центрах, которые у нас для этого предусмотрены. Скажите, а еще сумасшедшие цены на вот эти дезинфицирующие средства. В аптеках там 40 грамм
стоит 7 рублей, перечисляешь, не скажете, ну как-то это контролируется, ну да, просто кошмарно. У меня закупочная здесь. Не мои компетенции, поэтому я не скажу по ценам, как бы не знаю. А скажите, пожалуйста, можно, вот честное слово, Юля постоянно занята, вот есть острые вопросы, потом нас обвиняют, что мы не так освещаем. Можно вас набрать, вот когда действительно надо? Ну, не знаю, у нас же принято, что все только через пресс-секретаря. Я вам покажу, сколько раз я писала и не отвечала. Ну, может быть, просто есть такие вопросы, на которые смешно отвечать. Ну, бывают такие, потому что Юля иногда пересылает. Нет, ну И просто вот... Поэтому, честно говоря, иногда... Учитывая, что мы работаем круглосуточно, поэтому... Но потом нас обвиняют. И вот, ей-богу, старались, писали, звонили никак. И не можем добиться. Я пока вам говорю, как есть. Слушай, мне уже написали. У нас, понимаешь, у нас еще другая. Я записала. Сразу проводится госпитализация и обследование на коронавирусную инфекцию в случае выявления отрицательного результата и в случае отсутствия ухудшения состояния, не тяжелого течения респираторного заболевания. Такие пациенты смогут продолжить лечение на дому в установленном порядке под наблюдением участковых врачей. Контакты первого уровня мы проанализировали ситуацию и увидели, что основное выявление и развитие заболеваний у контактов первого уровня наступает на 2-е и 5-е сутки. Таким образом, нами принято решение, что контакты второго уровня будут находиться в наших учреждениях при отсутствии клинических проявлений на 6-е и 7-е сутки будет проведено исследование на коронавирусную инфекцию. Если у нас будет получен отрицательный результат, такие пациенты будут выписаны в домашние условия. Единственное, что мы будем рекомендовать, это соблюдать режим самоизоляции до 14 дня. Естественно, мы постараемся подойти как можно индивидуально к каждому пациенту. И если у человека нет возможности нахождения на самоизоляции, например, он проживает с маленькими детьми, которые требуют его посещения дошкольных учреждений, достаточно больших передвижений по городу, или он проживает с лицами старших возрастов, а мы знаем, что лица старших возрастов наиболее уязвимы к коронавирусной инфекции, поэтому такие лица смогут продолжить у нас наблюдение до 14 дней. Также нами принято... Сейчас я прошу прощения, отвлеклась на людей, которые ходят. Да, также Министерством здравоохранения проанализирована ситуация и сделан прогноз, если бы мы не начали, какая была бы у нас ситуация, если бы мы не начали наши меры, начиная с 20 января, по выявлению всех, кто приезжает в нашу страну, и если бы меры, которые мы принимали, не позволили нам локализовать инфекцию, то на сегодняшний момент у нас есть четкие расчеты, то на 3 апреля у нас бы ежедневно выявлялось 840 случаев новой инфекции в день. И сегодня бы суммарное количество составляло более 3,5-4 тысяч. Соответственно, это была бы такая неуправляемая ситуация, которую сегодня мы видим в наших соседних странах. Скажите, по поводу ВОЗ, вообще может быть известно, когда приедут эти специалисты, что это будут за люди, какого они будут? Значит, по приглашению главы нашего государства, региональное бюро ВОЗ сегодня готовит свои предложения по визиту экспертов в нашу страну. У нас сегодня в 18:30 по минскому времени состоится телевидеоконференция с бюро ВОЗ в Копенгагене для того, чтобы обсудить технические детали визита. Поэтому уже, наверное, по окончанию этой телевидеоконференции, она у нас проводится при содействии МИД, мы уже будем знать какие-то другие детали. На сегодняшний момент нами полностью представляется вся информация о ситуации, о выявленных заболеваниях, о количестве тестов и о наших летальных исходах в ВОЗ, как это делают все другие страны. Ну, в Минздрав, со стороны Минздрава вы какие можете там предложить, не знаю, посещение клиник? Все, что они попросят. Вы знаете, это настолько может быть абсолютно по-разному, потому что я участвовала однажды в миссии, которая была в 2011 году,
Это была межагентская группа ООН, которая приезжала в нашу страну по анализу достоверности данных, которые мы представляем по младенческой смертности. Вы знаете, перечень учреждений, которые мы посещали, был очень разный. Вот учреждения здравоохранения, где наблюдаются беременные, где проводятся роды, где выдается справка о рождении, до ЗАГСов и даже патологоанатомических бюро и ритуальных услуг. Поэтому, что они у нас попросят, это достаточно сложно. Мы готовы абсолютно ко всей работе с ними. Мы готовы показать наши организационные приказы по линии системы здравоохранения, организации медицинской помощи, наши протоколы, наши лекарственные средства, которые мы сегодня используем, как мы их назначаем. Мы готовы показать наши планы по перепрофилированию организации здравоохранения в зависимости от разной степени развития ситуации. По каждой больнице у нас четко подсчитано количество реанимационных коек, количество точек кислорода, количество необходимых средств защиты, которые необходимо для обеспечения медицинских работников. Вот, кстати, сегодня Борис Николаевич приводил цифры, что более 12 тысяч защитных костюмов у нас шьется в стране, в нашей республике. Так вот, я должна сказать, что расход в городе Минске это где-то около 1000 костюмов в день, в Витебске около 500 костюмов в день. Брестская область, Гомельская область, Брестская область тоже приблизительно около 300-400. Зависим, потому что мы приняли еще одно решение, что мы одеваем наших медицинских работников в целях предупреждения заболевания медицинских работников, защитные костюмы, отделение реанимации, пульмонологии, приемных отделений и инфекционных отделений или кабинетов поликлиник. Поясните, пожалуйста, по поводу ситуации с витебским врачом, который в соцсетях высказывалась по поводу ситуации с коронавирусом, почему ее вызвали в прокуратуру. Вы знаете, что я ничего не знаю ни про этого врача и ничего не знаю больше, чем социальные сети. На сегодняшний момент я не считаю, что Министерство здравоохранения должно комментировать мнение любого врача. Она точно так же, как и я, имеет право высказать в любой социальной сети свое собственное мнение. Мне самое главное, чтобы у нас были четко прописаны организационные приказы, и самое главное, чтобы эти организационные приказы выполнялись на всей территории Республики Беларусь. Это задача Министерства здравоохранения. А люди, которые имеют свое мнение, это не более чем мнение людей. Минздрав не занимался этим. Спасибо большое, Елена Леонидовна. Я не делал сегодня ничего. Я сегодня не делал вообще ничего. Помолчим. Нет.